выскочили на крыльцо, закричали. Папа! Не побежал. Он оглянуться боялся. У войны не детское лицо. Так возможно перефразировать, следуя логике предыдущей книги Светланы Алексеевич, у войны не женское лицо, название поэтической истории о детях, их воспоминания о Великой Отечественной, самой страшной из войн человечества, унесшей жизни 27 миллионов наших соотечественников. Казалось бы, счастье безмерно, когда тебя пощадила война. Но дети войны самые несчастные, ведь у них отобрали детство. А еще им уготована незавидная участь последних свидетелей большого ненавистного зла, сотворенного людьми. Еще несколько дней назад тут была зелень, были цветы, а сейчас... Я боялся смотреть на небо, там было черно от самолетов. И на землю боялся. Везде лежали убитые. Не смотри. Нам всем близка тема войны, а так как на нашей сцене не часто идут спектакли о войне, ну и тут сам Бог велел поставить такой спектакль на нашей сцене. И это очень важно нашему современному зрителю рассказать честно о тех событиях, которые были давным-давно, и зачастую сейчас все это искажается. Когда я открыла глаза, первое, что помню, свет. Яркий свет. Художественно-документальная повесть «Последний свидетель» белорусской писательницы Светланы Алексеевич уже была экранизирована, но на сцене появилась впервые в год празднования 75-летия Великой Победы. Это спектакль «Живи» по пьесе Романа Сванидзе в постановке Башкирского театра «Кукол». Также был создан на средства федерального проекта «Культура малой Родины». Режиссер-постановщик спектакля, актриса и режиссер театра Виктория Щербакова, художник-сценограф Андрей Волков, музыкальное оформление Владислава Саватеева, а видеопроекция от приглашенного художника, режиссера анимации из Санкт-Петербурга Владислава Беляева. Готовили этот спектакль к 75-летию Победы, которое должно было состояться празднование в том году, 9 мая. Вот к тому дню и должна была состояться премьера этого спектакля. А состоялась только через год. После долгого такого периода пандемии, когда не было у нас зрителя, а сейчас зритель приходит, и мы их встречаем новыми премьерами, для нас это вдвойне, втройне радостно. Спеши, ты послушай. И вот когда уже совсем отчаялись люди, услышали они вдалеке голос волка. О чем поет орнамент? Это вторая постановка Башкирского государственного театра «Кукол» в 2020 году, созданная на средства программы «Театры детям» федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Пьесу уфимского драматурга Владимира Аношкина воплотил на сцене руководитель театра Альберт Имамуддинов. Паузу сделаем, спасибо, молодцы. Небольшой перерывчик, хорошо? И вернемся к этому же куску. Альберт, самый такой сокровенный час творчества, сакральный момент ваш. Мы вмешаемся чуток в вашу работу. Об этом спектакле малость уже интересно, интригует. Очень интересно, на мой взгляд, как для меня, как режиссера, это большая работа. Мы здесь
здесь попытались скомпилировать известные сюжеты башкирских сказок, легенд, преданий, в том числе и обрядовые моменты, очень много народных песен, также есть и авторские песни, но здесь осваиваем народные инструменты, и артисты у нас репетируют с композитором, с музыкантами игру на живых инструментах, в том числе здесь кубыс, окарины, свистульки, пимак. Вот мы для себя открыли это индийская флейта любви. Почему она появилась? Потому что с композитором решили, что в принципе все народные инструменты, которые так или иначе известны, они вполне могли быть у всех народов. А здесь оно органично ложится у нас. Вот сейчас мы слышим также у нас бубен. Специально мы заказали для этого спектакля шаманский бубен. Очень приличный, очень, самому композитору даже понравилось. Очень много новых кубызов. Вот, допустим, для себя открыли тоже басовый кубыз, которого еще практически, говорят, даже в Башкортостане, может быть, 1-2 всего лишь может быть этих кубызов. Очень много оригинальных инструментов. Все еще мы этот комплект дорабатываем, добираем. Здесь очень богатая хореографическая составляющая. Спектакль пластический. Я вообще сторонник уже того, что театр кукол в чистом виде, он уже изжил свое традиционное существование, когда мы можем за ширмой сыграть сложные какие-то вещи и удержать внимание зрителей. Я уже давно отхожу и пытаюсь искать синтез живого плана, синтез масок, кукол разных систем, в том числе и видеопроекции. Вот в данном спектакле у нас также, надо сказать, что видеопроектор у нас также в рамках проекта «Культура малой Родины» приобретен новый абсолютно. Есть киноэкран. Практически все, что мы приобретали до сих пор, оно все так или иначе в этом спектакле работает. И с каждым спектаклем все больше и больше мы раскрываем технические возможности, конечно же, которые нам помогают более интереснее раскрыть тот материал, над которым мы работаем. Сегодняшний театр кукол, современный театр кукол, он очень синтетический. Здесь нету таких явных границ театра кукол, драмы. Если все это органично, если все это художественно оправдано, все имеет место быть. Старинные башкирские легенды, сотворение мира, на чем земля держится, два сердца, мешок с хитростями, кунгарбуа легли в основу философского повествования, связующим звеном которого становится орнамент. Воплотить действо на сцене, сблизить, сроднить историю предшествующих поколений, древность и современность помогли творческие изыскания художников Анисы Туманшиной, Урала Махиянова, а также хореография Рустама Имамова и музыка композитора Урала Идельбаева.